Сегодня Управление физической культуры и спорта города Якутска подвело итоги спортивного уходящего года. Уходящий год, как уже было сказано, очень богат был спортивными событиями в республике. Это чемпионат мира среди студентов по боксу, это чемпионат мира по масс-рестлингу, чемпионат России по вольной борьбе. И самое главное, это 6-е спортивные игры народов Якутии. Мы считаем, что спортсмены города Якутска закончили год достойно. И в спортивных играх заняли первое место. И выступления наших членов на сборной команды на соревнованиях российского международного уровня тоже показатель. Это Владислав Андреев, 3-е место в чемпионате мира по вольной борьбе. И также у нас по шашкам среди мини-кадетов и среди юношей есть чемпионы мира по международным шашкам и по шашкам. Это нас очень радует. И то, что легкая атлетика в этом году Диана Адаски и Александр Нечаев заняли первые места по многоборью в первенстве России, это тоже очень хороший результат. 3-е место Чернорева, 200 метров среди юниоров России. Это легкая атлетика в этом году, по-моему, уже таких результатов давно не было, показывает. И выявили сегодня и лучшую федерацию. Сегодня мы решили, это Федерация баскетбола города Якутска, председатель Эзня Константин Юрьевич. По всем возрастным группам по баскетболу это первенство республики они заняли первое место. Это показатель, это абсолютный показатель. И, во-вторых, они совместно с Республиканской федерацией баскетбола привезли сюда очень хороших специалистов. Литовский баскетбол считается самым ведущим в Европе. Они, литовские тренера, приезжали к нам. Тут в течение 3 месяцев учили наших детей. Вот это тоже, считаю, очень хорошей работой в федерации. И сейчас эта работа, и то, что они приезжали, эти тренера, и уже дают свои плоды. Ребята в тактическом и в таком техническом плане очень сильно прибавили. Это то, что девчонки в ноябре месяце в междугородном турнире в Сибири заняли 3-е место. Это никогда у нас такого не было. Ребята из детской спортивной школы, девчонки, заняли 3-е место там. Это очень хороший показатель. И нас радует то, что это возраст этих девчонок, это возраст 6-х детских спортивных игр Дети Азии. Поэтому надеемся, что в составе сборной команды республики будут наши девчонки. Подведя итоги года, хотелось бы еще пожелать нашим спортсменам в следующем, будущем, новом году больших успехов в спорте, в учебе, в жизни и счастья. И то, что 15-й год у нас больших таких спартакиад нету, но я считаю, у нас первенство республики России все равно они состоятся, они будут. И хотелось бы, чтобы наши спортсмены прибавили в мастерстве, и результаты повысились еще, и заветные мечты любого спортсмена, это звание мастера спорта России, выполнили. Вкратце так.